же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. Казахстан единственная страна на постсоветском пространстве, не имевшая кровавых эксцессов на своей территории. Единственное государство, единственная республика бывшего Советского Союза, которая избежала серьезных военных конфликтов, это Казахстан. Поверьте, хватит нам уже высказываний Путина, которое сильно осложнило отношения с казахским народом, когда кто-то вложил в уста президента России, непонятно зачем это было сказано, что казахи никогда не знали государственности. Эту чушь вообще, вот, которая просто сразу мгновенно отвернула от России. Это сильно обидело казахов? Это не просто обидело, это было оскорбление просто казахам. Потому что мало того, что это не соответствует исторической действительности, я хотел бы знать просто, кто это сделал, потому что, на мой взгляд, тот, кто это вложил в уста Путина, это просто государственный преступник. Потому что мало того, что этот человек как бы никогда, конечно, не читал Льва Николаевича Гумилева и ничего не слышал об этом, о цивилизациях Великой Степи, о Великой Орде, там, о Хунну, о тюрках древности, о империи Чингисхана, частью которой была Русь, между прочим, на протяжении почти 300 лет. Но еще вот это сказать, что такое государство? Государство – это система организации общества, в котором есть власть, в котором есть силовые институты, в котором есть закон и способность власти с помощью суда или силовых институтов этот закон соблюдать. Ну да, так сами себя поставили, понимаете, по отношению к Казахстану. Это высокомерие имперское, это постоянная угроза казахам. То мы вас земли отберем, Жириновский угрожает, то еще чего-то отберем. Они, как говорится, создали вот в сознании казахского народа, который можно сколько угодно там его ругать, но он контролирует ситуацию в национальном государстве Казахстан. Они создали некое ощущение недоверия не по отношению к русскому народу. Тут как раз у казахов все абсолютно нормально. Они, как свойственно тюркским народам, абсолютно толерантны. А к российскому государству, в котором они подозревают неоимперские амбиции. Китайцы ведут себя гораздо более мудро и сдержанно в этом. Васильевич.